Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 28 июня. Это у нас вторник. Мы с вами смотрим на вот такой колоде, называется она «Цыганский пасьянс». События дня для вас. Для каждого знака начинаю я всегда с овнов. Овны первое. Смотрим, что ждет вас 28 июня. Вторник. Овны. Покажите мне события для овнов на вторник. События дня. Так, смотрим овны. Сразу же подсвечник вижу, надежда. Точно на что-то будете надеяться во вторник. Надеяться, верить. Так, смотрим дальше. Выпадает мешочек с деньгами. Это событие часто проигрывается как траты, либо у некоторых зрителей как поступление. Но если обобщить, да, то скажем так, будут какие-то финансовые операции. У кого-то поступления, у кого-то траты. Ага, ну вот смотрите, прекрасно. Сундук показывает, что будут поступления, а мешочек показывает, что будут траты. Ну, это какие-то приятные, наверное, потому что показывают радость, солнышко, хорошее настроение, да, то есть это траты, которые доставляют радость. Вы что-то себе купите. Верность. Все хорошо будет в паре. Бокал нельзя. Нельзя, потому что уже зафиксирована эта карточка, не могу ее переворачивать. Так, дальше смотрите, ножнички тоже нельзя по правилам. Новость может к вам прийти в этот день. Информация. Так, нет. Смотрим. Нет, нет, нет. Ну, я не увидела больше у вас тут совпадений. Ни по горизонтали, ни по вертикали. Получается, первое – это надежда. Второе событие – поступление какой-то информации. Затем траты, поступления финансовые, радость, гармоничные отношения в паре. И все. Вот такие замечательные события у вас получаются во вторник. Плохих событий не выпало. Так что день будет хороший. Благодарю за внимание. Переходим к тельцам. Сейчас будем смотреть, что у тельцов. Тельцы. Двадцать 28 июня, вторник. События дня для тельцов. Покажите мне. Хорошие новости. Первое событие. Также может быть небольшая ссора. Надежда. Надежда на то, что помиритесь. Встреча. Или надежда на встречу на какую-то.
получение информации, новости. Любовь. Время. Нужно будет следить за часами в этот день. Может быть, смотрите, встреча на определенное время. Да, тут, смотрите, еще выпадает какой-то важный человек в короне. Да, то есть представитель закона, власти. Да, какой-то очень важный. Возможно, с ним встреча. Так, траты. Мешок с деньгами. Друг нельзя. Здесь нет, 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 нет. Нет. И нет. Ни горизонтали, ни вертикали я у вас не увидела совпадений. Получается, у вас, ну, в принципе, у вас так очень много событий. Смотрите, первое, это какие-то хорошие новости точно будут с утра, скорее всего. Затем, может быть, небольшая ссора, встреча, надежда. Ну, надежда, скорее всего, какие-то будут проблемы со временем. Вы будете либо спешить, да, либо наоборот ждать. И надежда показывает, что, ну, надейтесь, что все будет хорошо. Дальше встреча с каким-то очень серьезным человеком, траты, поступление информации, и все хорошо будет в личной жизни. Вот такие у вас события. Очень насыщенный день у вас во вторник. Ну, единственное предостережение здесь у вас — это вот следить за временем. Ну и ссора, да, вот постараться, может быть, избежать ссоры. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Сейчас будем смотреть, что у близнецов. Так. Близнецы. 28 июня, вторник. События дня. Покажите мне, что там у близнецов будет, пожалуйста. Что у близнецов? Угу. Сразу же вижу у вас событие, называется друг. Это общение, встреча с подружкой, с другом. Может быть, во вторник. Часы нельзя. Ножнички. Решится какое-то дело, какой-то вопрос в этот день. Конфликт может быть серьезный. 2 меча. Да, то есть 2 меча — это 2 разных мнения, столкновения. И сразу же следом идет глубокая печаль. Колодец. Очень сильные глубокие переживания, возможно, будут после этой ссоры. Так что постарайтесь ее избежать, чтобы потом не расстраиваться. Деловое общение еще выпадает, бабочка. Горизонтали нет совпадений, вертикали смотрим. Нет, нет. Не вижу я ни вертикали, ни горизонтали. Получается, что у вас, значит, общение с другом, с подружкой будет. Решится какой-то вопрос. Может произойти конфликт.
который вас очень сильно расстроит. И также еще будет деловое общение, то есть это, скорее всего, связано с работой, с делами. Может быть, вот они проиграются вместе, да, то есть деловое общение приводит к какому-то результату, к решению каких-то вопросов. Может так даже быть. Вот такие события. Так что, близнецы, вам надо постараться избежать конфликта, потому что он может вас очень сильно расстроить по колодцу. Так, вот такая информация для вас. Теперь дальше смотрим. Раки. Раки, что у вас? 28 июня. 28 июня, вторник. События дня для раков. Покажите мне. Ожидание первое, что я у вас вижу, сразу корабль выпадает. Возможно, с утра будут какие-то ожидания кого-то или чего-то. Второе событие. Цыпленок показывает общение с детками. Свидание. Радость. Отличное настроение. На свидании будет. Конверт – это получение документа, справки, бумаги. То есть ключевое значение – это получение. Бывает еще получение информации, новости. Конфликт. 2 меча. Мешочек нельзя. Бабочку нельзя. И здесь нет совпадений. Смотрите, что получается. Получается, у вас первое событие – это какое-то ожидание. Может быть, ожидание детей. Не знаю, как вариант. То есть ожидание. Следующее идет событие. Семейная жизнь называется, да, оно в колоде. Но часто проигрывается как какой-то контакт с детьми. Это могут быть не ваши дети. Это могут быть там племянники, крестники, братья, сестры, да, младшие. Ну, какой-то вот контакт с детками. Дальше еще у вас в этот день есть свидание, да, какая-то приятная встреча, которая доставляет много радости, какое-то получение, возможно, документа, посылки. И еще вот минус есть у вас здесь, это конфликт. Причем конфликт серьезный. Скорее всего, он будет вечером уже. Да, то есть последнее событие часто показывает вечер. Так что постарайтесь вот избежать какого-то конфликта. Потому что тут можно поругаться очень серьезно по мечам. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львам. Левушки, смотрим, что у вас. Покажите мне, пожалуйста, информацию для львов. 28 июня, вторник, события дня. 28 июня, вторник, события дня для львов.
Дорога у вас выпадает или вы. Первое событие. Тут еще могли получиться гости. Если вы первую чашечку увидели, тогда у вас будут гости, а не дорога. Поэтому проверяйте вместе со мной. У вас скорее будет проигрываться то, что вы видите. Болезнь, череп показывает плохое самочувствие или, может быть, еще посещение медучреждения. Да? То есть событие показывает, что вы занимаетесь своим здоровьем. Так, кораблик нельзя. Якорь. Якорь – это прибытие. С дорогой часто проигрывается. Может быть, после дороги усталость, потому что, смотрите, выезжаете первая половина дня, а прибываете вторая половина. То есть тут может быть какая-то либо дальняя дорога, либо долгая, да, может быть, либо много дорог. Так что это может быть усталость просто по черепу. Встреча. Да, прибытие, встреча с кем-то. Кто-то вас, видно, ждет. Угу. Так, сейчас я еще посмотрю. Время. Прибытие в определенное время даже. Вам нужно куда-то приехать в определенное время. Удача. Ну, все будет точно хорошо. Смотрите, удача на вашей стороне. Так что, куда бы вы там ни собирались в этот день, да, все у вас будет хорошо. Угу. Конвертик может показывать билет на руках, да, либо какие-то документы в этот день. Так, хорошо, смотрите, значит, у вас получается первое событие – поездка. Поездка, дорога. Второе – удача, удачный день. Затем вам нужно куда-то прибыть к определенному времени в этот день. То есть вам нужно точно следить за часами. Вы можете опаздывать, если выпадает будильник, значит, какая-то проблема будет со временем. Но якорь показывает, что точно прибываете, скорее всего, успеете, все будет хорошо благодаря удаче. Череп, я думаю, что это усталость. Встреча вечером будет с кем-то. И, может быть, для вас письмо проиграется либо как новости в этот день, получение новостей, либо как вот на руках может быть какой-то документ, справка, бумага. Потому что письмо – это часто получение. Да, то есть мы купили билет, получили его на руки, да, допустим, там, или какие-то документы в дорогу получили. Поэтому тут вот либо получение, либо новость. Может быть и так, и так. Так что, Лёшки, вот такая у вас тут интересная информация получается на вторник. Все события, да, вот указывают на какую-то поездку. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Девы. Смотрим. 28 июня. Вторник. События дня. Покажите мне. Двадцать 28 июня. Вторник. События дня для дев. Так, смотрим. Интересно, что у вас, потому что карточки перевернулись. Это обозначает обычно какую-то активность, движение, дорогу. Сейчас посмотрим. Интересно, что за событие будет. Подарок. Может, будете бегать подарок выбирать. Встреча нельзя.
Скользкое дело – это обман. Кто-то вас попытается обмануть в этот день. Событие, которое повторяется каждый месяц, будет еще в этот день. Якорь. Фиксация. То есть, когда мы где-то останавливаемся надолго, либо еще якорь что-то заканчиваем. Тоже, да, вот якорь это как точка такая. Исполнение желания. Угу. Периметр я у вас не вижу. Ни горизонтали, ни вертикали. Не увидела совпадений. Получается у вас в этот день подарок. То ли покупаете, то ли получаете, не могу сказать. Но точно будет какое-то событие, связанное с подарком. Затем событие, которое повторяется каждый месяц, будет в этот день. Якорь показывает фиксацию. Цветочек исполнения желания, да, то есть вот все вроде как бы неплохо. Единственный минус у вас это скользкое дело, то есть какое-то заманчивое предложение может поступить, от которого лучше отказаться, ну или по крайней мере перепроверить. Вот то, что вам предлагают, вам нужно узнать какие-то детали, потому что здесь может быть обман, да, то есть скрывается, что-то скрывают от вас, какие-то нюансы, и вы можете попасться на удочку чью-то, так что будьте осторожны. Вот такая информация, девы, для вас. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочка на вторую часть будет под этим видео в описании. Также еще, смотрите, вы можете зайти на канал мой Таро Дома, там будет вторая часть. Или еще третий вариант, вы можете оставить запрос у меня в комментариях, написать: мне нужна вторая часть. Я вам оставлю тогда в комментарии. Жду вас во второй части.